Телеканал «Якутия-24» продолжает вещание в прямом эфире. С вами Влад Давыдов и программа «Итоги дня». Добрый вечер, смотрите сегодня. 100 дней со дня назначения. Айсен Николаев с конца мая исполняет обязанности главы республики. Что за это время он успел сделать, какие решил вопросы и проблемы по Якутии. События в истории города. В Якутске запустили новую водоочистную станцию. Какого качества и чистоты воду будет отныне поставлять водозабор во все дома столицы. Привлечь инвесторов и выйти на рынки. Якутские ученые представят свои проекты на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Что это за проекты, каковы их перспективы? Не опять основа. В 203-м микрорайоне столицы вновь размыло проезд после дождя. Как на этот раз решают эту проблему, что говорят жители? Культура и история Якутии открыты всему миру онлайн. 20 книжных памятников попали в Академию культуры Google. Что это значит? Дары природы. В селе Иенгра Нерюнгринского района провели ягодный фестиваль. Президент России Владимир Путин поприветствовал гостей и участников Восточного экономического форума, который пройдет во Владивостоке с 11 по 13 сентября. За эти годы форум превратился в востребованную площадку для прямого диалога политиков и общественников, бизнесменов и экспертов, говорится в послании. Глава государства отметил, что в этом году форум посетят представители более 60 стран мира. Ну а представители нашей республики приготовили для форума экспозицию в виде головы мамонта. Кроме того, каждый желающий сможет попробовать якутские деликатесы, таежные ягоды и чай из лекарственных трав. Свои проекты на Восточном экономическом форуме представит и СВФУ. Речь идет о проектах лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов. Это резинотехнические изделия, детали из сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Они уникальны тем, что материал способен выдерживать до минус 60 градусов. Сюжет Анастасии Кобузевой. 21 век – эпоха наноматериалов. Список областей, где технология может повлиять на дальнейшее развитие, огромен. В лаборатории Северо-Восточного федерального университета создают морозостойкую резину. Состав – нанокомпозиты. За 7 лет десятки успешных проектов. Только на рынок выйти пока не удалось. Нет такого механизма, который позволял бы нам выходить напрямую на производителей. Нужен хороший менеджмент, то есть нужен маркетинг, нужен... Это та область, где мы не разбираемся. Мы научные работники. Привлечь инвесторов хотят с помощью Восточного экономического форума. Он пройдет на следующей неделе во Владивостоке. Туда отправят только лучшие проекты. Одним из экспонатов лаборатории технологий полимерных нанокомпозитов на выставке Восточного экономического форума является вот этот сайлент-блок для автомашины Toyota Land Cruiser 80. Сделан он из морозостойкой резины, выдерживает до минус 60 градусов. Себестоимость продукции от 120 до 150 рублей. В лаборатории готовы производить качественный продукт за небольшие деньги. Покажут и наноуплотнители. Они зарекомендовали себя на городском водоканале. Аналоги изнашивались за 3 месяца. Вот мы установили их в апреле, и примерно уже прошло полгода, никаких протечек, ничего нет. Ну, думаем, еще, наверное, год продержится. Поэтому это увеличение срока службы, можно сказать, от 6 до 2 раз. Это колоссальная экономия времени и людей. Ученые надеются, что участие в Восточном экономическом форуме поможет им выйти на международный рынок и производить уникальные изделия в промышленных масштабах. В противном случае инновационные разработки так и не выйдут дальше университетской лаборатории. Анастасия Кобузева, Григорий Охлопков, Якутск. Филиалы 2 федеральных университетов будут открыты в СВФУ. Там в 2021 году для ключевых отраслей экономики Дальнего Востока откроют филиалы 2 ведущих вузов страны. В 2020 году это будет филиал Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики. А уже на следующий год, в 2021 году, откроют структурное подразделение Высшей школы экономики по специальности «Экономика управления персоналом».
Необходимо переходить на менее затратные виды топлива. Об этом сегодня на рабочем совещании в правительстве Якутии сказал заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис. В целом, Кабинет министров вместе с федеральным чиновником обсудили ряд важных вопросов, связанных с реализацией федеральных инициатив на территории республики с учетом новых вызовов в сфере ЖКХ. В том числе благоустройство территорий, цифровизацию коммунальной сферы, новую программу переселения жителей из аварийного жилфонда, работу объектов ЖКХ в районах республики и готовность к отопительному сезону. Задача, которая есть у Якутии, безусловно, постепенно сократить зависимость свою от дорогого топлива в жилищно-коммунальном хозяйстве. Вместе будем за этой задачей, за ее выполнением следить и максимально стимулировать. Но, безусловно, с учетом роста стоимости нефтепродуктов, мы приложим максимальное количество усилий для того, чтобы Якутия получила компенсацию из выпадающих доходов, которая сложилась из-за роста цен. Далее федеральный чиновник посетил строящийся бульвар Учителя в Якутске, который планируют открыть уже в конце этой недели. Проект «Бульвар Учителя» строится в рамках программы «Комфортная городская среда». Этот проект должен был быть сдан еще в прошлом году, но из-за обнаружения там уникальных объектов культурного наследия работы были приостановлены. Начали производить археологические работы, завершили только в этом году. Сегодня те артефакты, которые были найдены на месте раскопок, были презентованы Андрею Чибису. Гостю рассказали, какого года они происхождения и какую ценность в истории они представляют в Якутии. Далее замминистра строительства и ЖКХ России осмотрел строящиеся объекты бульвара, ознакомился с ходом работы, сроками сдачи объекта. Было в общей сложности раскопано 300 квадратных метров площади на объекте культурного наследия, который получил название Логовая по самому старому названию современной улицы Кулаковского. Всего за 2 года работ было найдено порядка 3000 различных артефактов. Часть из них, это особенно во время работ этого года, был обнаружен достаточно большой корпус находок, который предварительно датирован 17 веком. Временем основания города Якутска – это предметы быта, которые рассказывают нам о первых десятилетиях существования нашего города. Исполнилось 100 дней со дня назначения Айсена Николаева исполняющим обязанности главы Якутии. Указ, напомним, подписал президент России Владимир Путин 28 мая. Что за это время успел сделать руководитель республики, какие решил вопросы и проблемы по Якутии? Репортаж Саргаланы Захаровой. По итогам встречи Айсена Николаева и министра по развитию Дальнего Востока Александра Козлова решено выделить 1 миллиард 700 миллионов рублей из федерального бюджета на развитие социальных объектов. Так, долгожданную финансовую поддержку получило строительство школы номер 35 в Якутске. Сейчас детям приходится учиться в приспособленных помещениях. И это несмотря на то, что школьники здесь с особыми потребностями. Новая школа, отвечающая всем требованиям, откроет двери уже в начале следующего года. Также средства направили на возведение зданий многопрофильной гимназии в Хандыге, спортивного зала в Среднеколымске, капитальный ремонт детской поликлиники и реконструкцию объектов жилищно-коммунального хозяйства в Нерюнгре. Природа в этом году принесла немало сюрпризов. Паводок, который побил все исторические рекорды, лесные пожары, вплотную подошедшие к поселениям. После визита в Якутию глава МЧС Евгений Зиничев постановил выделить региону 600 миллионов рублей на восстановительные работы и материальную помощь. Прямое поручение дал и Владимир Путин. До конца года железная дорога наконец свяжет юг и центр Якутии. 1 миллиард 900 миллионов рублей. Федеральный центр выделил на завершение работ по строительству железнодорожных путей до Нижнего Бестяха. С министром транспорта России Евгением Дитрихом Айсен Николаев вел переговоры в Москве. Первый поезд уже встретили на вокзале поселка.
В минувшем месяце Айсен Николаев принял участие в работе правительственной комиссии с главой Кабмина России Дмитрием Медведевым. Совещание прошло на Камчатке. Николаев отметил проблему не только Якутии, но и других регионов. Несоответствие реальных расходов в системе здравоохранения и нормативов, установленных Минфином и Минздравом страны. Эта разница создала дефицит в фонде обязательного медицинского страхования Якутии размером в 4 миллиарда рублей. Дмитрий Медведев дал соответствующее поручение министру финансов Антону Силуанову. Уже через несколько дней проект постановления правительства был готов. В июле в районах республики стартовали дискуссионные площадки. Каждая посвящена вопросам определенной отрасли. Итог – конкретные задачи перед ведомствами, пункты, которые станут основой для обновленной стратегии развития Якутии. Здравоохранение должно стать доступнее и качественнее. Задачи – создать бригады с высокотехнологичным оборудованием для охвата труднодоступных местностей. Обновление авиапарка санавиации, использование более мобильных вертолетов. Якутия уже вошла в федеральную программу и получила 490 миллионов рублей на эти цели. В сельском хозяйстве особое внимание уделять поддержке местных предпринимателей, пищекомбинатов, мелиорации, сбору дикоросов. В сфере культуры на особом месте художники и писатели. Им учредят гранты. Строительство культурных центров тоже один из приоритетов этого направления. Кинематограф, наконец, обретет павильон для съемок. Все это будет развиваться, опираясь на концепции новой экономики. Она выстроена на 3 китах – традиционная, инновационная и креативная экономика. За 3 месяца в республику привлечены миллиарды рублей. Решены проблемы, которые сохранялись годами в районах. Намечен четкий план дальнейшего развития. Глава Кабинета министров республики Владимир Солодов встретился с призерами WorldSkills Россия. Всего Якутию в этом году на соревнованиях молодых профессионалов представили 26 конкурсантов по 23 компетенциям. Исполняющий обязанности председателя правительства Якутии вручил ребятам-участникам благодарственные письма и пообещал дать поручение Министерству образования организовать в ближайшее время стратегическую сессию с участниками и руководителями компетенций и сказал о необходимости обсуждения основных путей решения и развития подготовки молодых профессионалов. То, чем вы сейчас занимаетесь, оно находится на наиболее такой востребованной, наиболее явно его связь с практическим результатом. Но при этом WorldSkills для нас тоже важное движение как измеритель, такая объективная линейка, которая нам позволяет судить, а действительно, насколько хорошо мы готовимся, насколько хорошо мы соответствуем мировым стандартам. Поэтому то, как мы дальше будем строить работу в этой сфере, я в любом случае обсужу. Сейчас короткая пауза, буквально 1 минута. Оставайтесь с нами и смотрите во второй части программы «Итоги дня». События в истории города. В Якутске запустили новую водоочистную станцию. Какого качества и чистоты воду будет отныне поставлять водозабор во все дома столицы? Не опять основа. В 203-м микрорайоне столицы вновь размыло проезд после ливня. Как на этот раз решают проблему, что говорят местные жители? Культура и история Якутии открыты всему миру онлайн. 20 книжных памятников попали в Академию культуры Google. Что все это значит? Дары природы в селе Иенгра Нерюнгринского района провели ягодный фестиваль. Якутия-24 в прямом эфире. Мы продолжаем выпуск «Итоги дня». С вами Влад Давыдов.
Якутия в числе 6 регионов, которым выделены средства на развитие автомобильных дорог. Премьер-министр страны Дмитрий Медведев подписал распоряжение на распределение почти 3 миллиардов рублей Калужской и Новгородской областям, Алтайскому и Хабаровскому краям, Республике Алтай и Якутии. Деньги пойдут на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значений, кроме того, устранение последствий чрезвычайных происшествий. Рабочие восстанавливают дорогу, размытую субботним дождем в 203-м микрорайоне города Якутска. Это не первый случай размытия этого участка. Меньше месяца назад, как мы помним, после проливного дождя там уже происходило подобное. Тогда проезд восстановили, но ситуация вновь повторилась. Как на этот раз решают проблему и стоит ли волноваться жителям, что такое случится снова? Репортаж Юрия Осипова. Горожане помнят, как в этот разлом провалился манипулятор. Автомобиль вытащили, яму засыпали. Спустя 2 недели после очередного проливного дождя вновь провал. Теперь радикальные меры. Дорогу отсыпали скальным грунтом, а также речным и кильдямским песком. Установят водоотводные лотки и трубы. В настоящее время полностью участок примерно 30-40 метров мы отсыпали и укрепили скальным грунтом. В принципе, это позволяет даже при обильных дождях не смывать вот эту поверхность. Жители 203-го микрорайона считают, участок размывает из-за ошибок, которые были допущены при проектировании. Изначально, когда делали, то есть заранее надо было отвод делать. Если дорога провалилась, дома не обрушатся, которые рядом стоят. Если бы заполнили овраг мусором, полностью заполнили бы, и потом песком или что-нибудь, тогда бы, наверное, нормально, таких не было бы этих трещин. Сегодня проезд закрыт. В администрации Якутска говорят, дорогу откроют после восстановления. Так как район является спальным, здесь очень большая интенсивность движения автотранспорта. Из-за этого провала у жителей остался только один проезд, по которому они могут проехать. Конкретные сроки, когда восстановят проезд, не называют. Неизвестно, помогут ли предпринятые меры. Жители 203-го гадают, не повторится ли история с разломом в 3-й раз. Юрий Осипов, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Ну а жители дома по улице Чернышевского, 70 в Якутске просят о переселении. Объект признан аварийным. Сюжет Анастасии Даниловой. Прошел месяц выхода в эфир сюжета о сгоревшем доме по адресу Чернышевского, 70. В протоколе заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям прописано. Комиссия пришла к выводу о нецелесообразности восстановления дома и переселения жильцов. У жильцов на руках лишь справка о пожаре. В кабинетах чиновников бюрократический футбол. Ирина просит о переселении. В ответ тишина. Своим соседям говорю, давайте найдем какие-нибудь, может, строительные фирмы. Может, кто-то нас возьмет, 5 наших несчастных семей, может, что-то здесь построит или не знаю. Здесь потолок, смотрите, уже все, весь там гниет уже. То есть в прошлый раз было намного меньше, а сейчас уже вода. И вот здесь, ой, ужас. Вода уже вон, линолеума не видно. Вот она, вода прямо, вода стоит. 29 августа межведомственная комиссия признала дом аварийным. Теперь он во всероссийском списке. С жильцами будут работать по федеральной программе переселения. Надо подойти в департамент жилищных отношений, написать заявление, приложить документы все имеющиеся, справку о пожаре. И далее заявление рассмотрят и по возможности предложат временное жилье до решения вопроса по существу. Ирина начинает собирать документы. Больше ничего не остается. Лишь переживает, не станет ли временное жилье постоянным. Якутия-24 продолжит следить за этой историей. Анастасия Данилова, Джилустан Иннокентьев, Якутск. Сегодня в Якутске торжественно запустили новую водоочистную станцию. Этого события горожане ждали несколько лет. Сколько стоит этот большой проект, насколько он отвечает современным требованиям и как будет работать. И самое главное, какого качества и чистоты воду будет теперь поставлять водозабор во все дома столицы. Репортаж Ланы Ильиной. Свершилось. Водозабор запущен. Объект сдан досрочно. Событие для Якутска историческое.
Потребность в чистой воде у города была с 80-х годов прошлого века. Стройкой занималась израильская компания «Тахал». На ее счету очистные сооружения Санкт-Петербурга, Оренбурга, Турции и Южной Африки. Работа с фундаментами в условиях вечной мерзлоты при температуре минус 50 градусов – это, конечно, сложно. Проект является уникальным, как в проектировании, так и в строительстве. Но благодаря взаимопониманию с нашими партнерами мы смогли завершить этот проект, несмотря на его сложность и уникальность в установленные сроки. Цена объекта – 5 миллиардов рублей. 188 миллионов выделили из республиканского бюджета, 360 миллионов – деньги водоканала, 4,5 миллиарда рублей – кредит. Они будут возвращаться за счет тарифной выручки водоканала. Ну и, конечно же, государство в лице Республики Саха-Якутия дало гарантии по этому кредиту, и мы будем возвращать, поэтому процентные платежи по этому кредиту будут брать на себя правительство республики. При этом хочу сказать, что уже в этом году мы провели реструктуризацию кредита, которые ранее были взяты по высокой процентной ставке. Сейчас она снижена до 9% годовых, с небольшим по банку ВТБ отработано, и это дает экономию бюджета республики в год порядка 70-90 миллионов рублей. Водозаборная станция построена. Только чистая вода потечет по старым трубам. Реконструкцию инфраструктуры начнут в ближайшее время. Это пример не только для северных регионов, это пример для многих городов нашей страны. Тема чистой воды, я уже сказал об этом, это вопрос национальной безопасности. Именно поэтому мы запускаем с 2019 года федеральный проект «Чистая вода» в исполнении указа президента. И будем помогать таким проектам, будем помогать таким активным регионам для того, чтобы не только в областных центрах была чистая вода, но и в других городах и Якутии, и других регионах. Вода – это жизнь. Качественная вода – это качественная жизнь. Начнется она с 14 октября. В водоканале громогласно заявляют, воду можно будет пить из-под крана. Лана Ильина, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске внедрили электронную запись на консультационный прием в дошкольный отдел управления образования. Предварительная запись будет вестись на портале e-yakutia.ru через сервис «Запись на прием в ведомство». Также остается доступна и запись через терминал, расположенный на первом этаже окружной мэрии. В столичной администрации отмечают, что записи на консультацию день в день не будет, поэтому, если есть доступ в интернет, родителям лучше записываться через портал, выбрать удобную дату и время посещения. Фонды Национальной библиотеки Якутии стали доступны на интерактивном международном сайте Академии культуры Google. Национальная библиотека стала 5-м участником проекта в Якутии и 2-й библиотекой в России. В галерею вошли редкие книги, отражающие пути развития якутского алфавита и якутского языка, рассказывает Саргалана Федорова. Культура и история Якутии открыты всему миру. Онлайн. 20 книжных памятников попали в Академию культуры Google. Издания доступны на русском и английском языках. Коллекция охватывает все периоды якутского книгоиздания. Вы начнете читать вот этот текст, вы тут увидите, что смысл этого текста, он передается не совсем так, как должно было быть. Тут ошибки в переводе. Но внешне эти книги очень красивые. Работал коллектив под руководством профессора Катанова. И с ним вместе работали, вот что очень интересно, студенты из Якутии, которые носители языка. Да? Мало того, что они занимались переводом, а кроме того, что вот это вот творческое объединение, если можно так назвать, да, дошло до того, что они предложили собственную транскрипцию. Самая первая книга на якутском языке «Молитвы, символы веры и заповеди Божии» была издана в 1812 году в Иркутске. Исследователи пока не нашли экземпляр этой книги. А пока самой старой книгой на якутском языке в Национальной библиотеке является сокращенный катехизис для обучения юношества православному христианскому закону. Фонд Национальной библиотеки пополняется личными архивами, личными библиотеками известных ученых. И мы планируем ввести эти коллекции также в Академию культуры Google. Проект
Google «Культура и искусство». Виртуальные экскурсии по Лувру, Эрмитажу, по Нью-Йоркскому метро. Сегодня в Академии культуры Google 5 миллионов цифровых экспонатов из 70 стран мира. В этом году виртуальные туры запустили по 7 туристическим местам Якутии. В республике рассматривают возможность включить в Академию культуры театры, архивные учреждения и арктические музеи региона. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Фильм якутского режиссера Эдуарда Новикова «Царь-птица» завоевал специальный приз за лучшую художественность на Монреальском международном кинофестивале. Ранее наш телеканал сообщал, что картина «Царь-птица» стала триумфатором 40-го Московского международного кинофестиваля, а сам Эдуард Новиков получил приз за лучшую режиссуру первого фестиваля популярных киножанров «Хрустальный источник». Отметим, что якутяне смогут посмотреть фильм уже с 19 сентября в кинотеатрах республики. У нас очень это праздник, и мы очень волнуемся. И самое главное, вот почему у нас наш фильм «Царь-птица» первый увидим именно у нас в Якутии, потому что сейчас 19 сентября будет премьера. По идее, должно было быть в ноябре. Но из-за правил киноакадемии «Оскар», да, мы из этого чуть пораньше вышли. Из этого сейчас у нас остался, путь к «Оскару». Вот так. В Международном детском центре «Артек» проходит финал всероссийского конкурса фестиваля «Поют дети России». Хоровой коллектив «Ангелы» школы номер 17 города Якутска, как победитель регионального этапа, представляет не только Якутию, но и весь Дальневосточный федеральный округ. Напомним, что коллектив под руководством Надежды Макаровой прошел в финал этого престижного конкурса. Наши дети выступили первыми и исполнили 3 произведения. Там принимают участие лучшие хоры, лауреаты окружных туров всероссийского смотра. Имена победителей фестиваля конкурса «Поют дети России» мы узнаем 10 сентября. Торжественное открытие автогородка состоялось сегодня в Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» в Якутске. Подарок сделал целевой фонд будущих поколений. Там юные горожане будут знакомиться с правилами дорожного движения. Подробнее Кристина Якупова. Пешеходы и шоферы, правила дорожного движения. Конечно, безмерно рады за такой подарок, что у нас появилась своя площадка, где дети уже на практике будут отрабатывать теоретические знания. Попробовать себя в роли водителя, пешехода или велосипедиста сможет каждый школьник. Навыки безопасного поведения на дороге с помощью такой формы обучения появятся гораздо быстрее. Как вы знаете, у нас в городе Якутске и в других городах республики количество транспортов на дороге, на улицах каждым годом увеличивается, и, соответственно, увеличивается дорожно-транспортные происшествия. И, к сожалению, половина таких происшествий происходит именно с участием детей. Подобного рода автогородки очень необходимы на сегодняшний день. В первую очередь, это, конечно, для развития навыков безопасного поведения на дороге наших детей. В первую очередь родителям прививать знания, навыки правил дорожного движения, дальше же учителям. Ну и, конечно, нам, взрослым, всем необходимо совместно провести данную работу. На площадке есть все, чтобы моделировать различные ситуации на дороге, только в миниатюре. Дорожные знаки, разметки, велосипеды, автомобили, остановки. Машинки хорошие, практичные. Городок тоже хороший, нормальный, много знаков, светофоры, все по правилам. Очень хорошо построили, но мне здесь нравится. Заниматься с такой площадкой, конечно, будет интереснее и лучше. И мы очень рады этой площадке. С начала этого года в Якутии 130 детей пострадали в дорожно-транспортных происшествиях. Цифра недопустимая. Возможно, обучение в игровой форме позволит не только предостеречь, но и спасти маленьких пешеходов. Кристина Якупова, Григорий Хлопков, Якутск. В селе Иенгра Нерюнгринского района провели ягодный фестиваль. Сюжет наших коллег в Южной Якутии.
Цель фестиваля в дни проведения мероприятия – объединить жителей Иенгры и гостей со всего района ярким ежегодным культурным событием. Погода в этот день порадовала всех. Хозяюшки выставляли свои кулинарные произведения – это выпечки, варенье, джемы, компоты и морсы. Северные ягоды – хорошие витаминоносители. В них содержатся витамины А, С, В1, В2, В5 и множество других. Благодаря своему натуральному происхождению эти витамины обладают высокой активностью. Дары природы собрали. Вот они и делятся ими по эвенкийскому обычаю, как немат, с теми, кто не смог. Пекут пироги, показывают нам различные виды варений. Сегодня вот на выставке, да, представляете, больше 10 видов варенья оказывается. Визитной карточкой хорошей хозяюшки всегда являлись пироги. И на ягодном фестивале они занимали свое почетное место, радуя своим разнообразием начинок, дизайнов и способами приготовления. Праздничная программа включала в себя веселые конкурсы, развлекательные игровые викторины, выступления творческих коллективов района, а также ягодоплетение. Редко можно встретить человека, который не любит ягоды, а вот собирать их любит и умеет не каждый. Но в селе Иенгры собирательство ягод – неотъемлемая часть каждой семьи. Поэтому фестиваль в полной красе показал нам самобытную культуру эвенкийского народа. Александра Цыбикова, Сергей Козюра, Нерюнгри. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал Якутия 24. Будьте всегда в курсе.